Дорогие друзья, сегодняшний час добропорядочности мы посвящаем духовно-нравственному наследию Сакена Сейфуллина, жизнь и творчество которого пронизаны принципами справедливости и честности. Одним из отличительных качеств всесторонней личности Сакена Сейфуллина является его преданность подрастающему поколению, образованию и науке. В период своего председательства в Совете народных комиссаров он первым инициировал идею предоставления стипендий молодым студентам, отметив, что казахстанская молодежь должна учиться в лучших университетах мира. Сакен – человек истины. Если мы не можем сказать правду, какой смысл быть писателем? Скажите правду. Ведь это мечта – умереть за истину. Это слова великого писателя Сакена Сейфуллина. До последнего момента своей жизни он был верен этой позиции. Быть честным – это самое ценное качество человека, которое формируется с самого раннего детства. Искренность – признак духовной чистоты. Его искренность – это искренность его сердца. Поэтому его путь – это не путь человека, считающего каждый шаг, а образ жизни, путь настоящего поэта, сказал великий казахский писатель Мухтар Ауэзов о Сакене. Образование для Сейфуллина было не только нужным делом, но и актуальным. В то время его вдохновляло писать о воспитательной работе. В начале культурной революции Сакен Сейфуллин писал: «Через 20 лет казахи должны стать одной из самых грамотных наций. Казахам нужно упорно учиться. Будущее необразованных казахов мрачно». Большинство публицистических произведений Сакена посвящено проблеме народного просвещения. Общий дух статей, которые он написал между 1921 и 1925 годами, особенно их названия говорят о многом. Пусть каждый казах учится. Великое дело – отдавать учебе все свои силы. Пример школьникам. 2000. Оренбург. Ликвидация неграмотности среди казахов. Готовьте юношу к военному училищу. То же самое можно сказать о его статьях. Сакен Сейфуллин в первые годы советской власти пропагандировал народное просвещение и был доволен стремительным развитием новой казахской культуры. Слова и мысли Сейфуллина не остались на уровне простых желаний, а были реализованы. В последних трудах поэта звучат призывы молодежи к учебе, науке и достижению вершин знаний. Сакен Сейфуллин своими действиями и творчеством призывал к верности Родине и честности перед родителями и поколением. С малолетства я избрал особый путь и, намеренно ветром подставив грудь, поднял знамя угнетенного народа и сумел его над степью развернуть, написал поэт. Личность Сакена, борца за справедливость и честность, является примером для нации и будущих поколений. Жизненными принципами поэта были забота о матери, почтение предков, уважение к отцу и старшим, милосердие к младшим. Он отличался любознательностью и трудолюбием, упорством и новаторством, справедливостью и честностью. Это также можно увидеть в следующих стихах. «Все под красное знамя, друзья. Пусть навеки исчезнет, сгниет тот закон, приносивший в народ унижение, рабство и гнет». Личность Сакена занимает особое место в продвижении патриотизма и любви к своей родине, способности преодолевать любые трудности для достижения цели. Своей честностью, добротой и беспристрастностью, делом и искусством он сохранил почетное звание настоящего человека, учителя поколений. Дорогие друзья, на этом час добропорядочности, посвященный творчеству Сакена Сейфуллина, основанному на таких принципах, как справедливость,
добропорядочность и честность завершается. Старшее поколение возлагает большие надежды на молодежь страны. Вам желаю оправдать это доверие и направить все ваши знания во благо нашей Родины.